списке награждаемых 32 человека. Людей не так много, как обычно. Коррективы внесла пандемия. Социальная дистанция, маски, меры предосторожности соблюдены. Сейчас организаторы проводят последние репетиции. К мероприятию все готово. Ожидаем прибытия главы республики. Звучат фанфары, а значит, глава республики уже прибыл. Всем добрый день, присаживайтесь. Первой награду, а именно юбилейную медаль к 250-летию единения Ингушетии с Россией, получает Герой труда Марем Богатырева. Она почти полвека проработала дояркой в сельхозпредприятиях республики, а в 2015 году ушла на заслуженный отдых. Махмуд Али Калиматов отмечает весомый вклад собравшихся в жизни республики. Благодаря именно таким людям регион развивается культурно и нравственно. Огромное спасибо за тот вклад, который вы вносите в развитие духовности, доброты, понимания и формирование мировоззрения современного человека. Поэтому для меня очень приятно, что здесь вы присутствуете. И учителя, у нас красивые, умные дети. И самое главное, каждый учитель приносит свой вклад в образование каждого жителя, а это наше будущее. Поэтому хотел бы сказать спасибо всем. 2020 год выдался насыщенным на события в различных сферах. Мы праздновали 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 250-летие единения Ингушетии с Россией. Также в этом году республика, как и весь мир, столкнулась с проблемой пандемии коронавирусной инфекции. Слова искренней благодарности звучат в адрес врачей и медсестер. Хотел бы особенно отметить сегодня стоящих на страже нашего здоровья, на передовой наших врачей, сестер медицинских, младших медицинских сестер. Это люди, которые поистине реально сегодня спасают жизнь нашим жителям. Они сегодня в той зоне красной, которую без специальных средств не зайдешь. И представляете, они по 8-12 часов находятся в этих одеждах. Поэтому от меня и, думаю, от жителей республики им огромный поклон. Да, Лариас Халцан. Сегодня больше всего наград получают именно медработники. Врач-инфекционист Назрановской районной больницы Зайнаб Сапралиева на передовой с борьбой с COVID-19 с самого начала пандемии. Конечно, тронута. Несмотря на свой многолетний труд, я считаю, я добросовестно трудилась. Тем не менее, сегодняшний день ознаменовался тем, что оценен мой труд. Мне это особенно приятно. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени получает заслуженный работник культуры республики, директор Дома культуры Карбулака Камбулат Аушев. В этой сфере он более 25 лет, а общий стаж работы почти полвека. Это для меня очень важно, и это орден получаю первый раз. Это орден считается очень высокой наградой. Я, конечно, есть радость, конечно. Награждают сегодня и жителей других регионов России. Заведующая кафедрой истории и теории музыки Северокавказского государственного института искусств Людмила Налоева теперь и заслуженный работник искусств Ингушетии. Я очень тронута этим, честно говоря, и благодарна всем людям, которые этому как-то способствовали. Поэтому я сочла необходимым не отсидеться дома, а все-таки лично сегодня присутствовать на церемонии, чтобы был акт благодарности. Это выражение моей признательности, уважения к людям, которые за этим стояли. А вокалистка из Дагестана Петимат Кагирова уже народная артистка сразу 3 республик. Мы люди искусства, мы обязаны дружить, потому что это и есть наша братская любовь и наш мост, который мы строим между собой.
У нас должны быть и дуэты, и мы встречаемся не только на родине, мы встречаемся и в Москве, везде, всюду. Поэтому мы должны дружить, мы обязаны дружить. Продлилась церемония награждения недолго, а по ее завершению традиционное памятное фото. Государственные награды, грамоты и благодарности работникам различных сфер региона до конца года вручат еще около 200 труженикам. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.